Счастливые часов не наблюдают, но когда само время становится ориентиром счастья, означает, что вы смотрите башкирское спутниковое телевидение. С вами «Счастливый час» и Юль Краснова. Есть невероятная сила, способная изменить мир вокруг нас. И это сила слова. Каждое произнесенное нами слово имеет свою энергию, свою магию. И первый наш гость работает со словом как в кадре, так и за кадром. Тренер по ораторскому мастерству, ведущий телеканала «Башкирское спутниковое телевидение», мой коллега. И еще у нас в гостях сегодня ученики гимназии имени Рами Гариповой Искандер и Данияр. Ну, ребят, как вам? Волнительно? На самом деле, да. Да, есть такое. Да? Вот сейчас уже прямой эфир начался. И Айнур Гибадуллин знает, что это такое, готовится к прямому эфиру, насколько это бывает непросто. Но знал ли ты, что вот вся твоя жизнь, она будет связана с работой, со словом, с кадром? Здравствуй, Юля. Рад тебя приветствовать в этой студии. И необычно самому оказаться гостем передачи на родном телеканале, потому что обычно я веду новости и беру интервью у людей, а сейчас сам оказался в другом амплуа, несколько необычно и волнительно. Ну, по поводу твоего вопроса, мне кажется, что все те обстоятельства и события, которые складывались в моей жизни, в школе, в университете и затем позднее, они все привели меня в ту точку, в которой я нахожусь. Поэтому, наверное, я подсознательно знал, что я буду работать где-то в медиа. Ну, вообще изначально стремился на радио попасть. И вот на радио попал, и сложилось так, что я осуществил свою мечту и увидел то, что... Как делается телевидение за экран. Что это за магия такая? Но мы сегодня не только о телевидении будем говорить, вот насколько, но тем не менее и о нем тоже. Насколько я знаю, мы познакомились с ребятами где-то недельки две назад. Искандер рассказывал по секрету, что он мечтает стать телеведущим. Это здорово. Знаешь, что для этого нужно много работать, и со словом в том числе. Вот как у тебя? Может быть, ты пишешь стихи, сочиняешь какие-то тексты? Есть такое? Вот есть талант такой? Да, конечно, я знаю, что это непростая работа, но я работаю в сфере медиа уже 1,5 года. Я пишу репортажи, выпускаю их, снимаю их. То есть работаю со словом уже 1,5 года и имею значение, что это такое. Да? Данияр наверняка тебе помогает. Данияр, расскажи, какие у тебя мечты, может быть? Ну, я бы хотел себя попробовать на телевидении, но пока... Особо для этого ничего не предполагаю. Пытаюсь как-то улучшать свою дикцию, делать какие-то упражнения. Ну, пока это просто мечта, прям такой цели, чтобы вот, работать на телевидении у меня нету, но было бы хорошо, если бы у меня это получилось. Ну, пока вы просто гости, и для начала это знакомство, я думаю, что нам всем что-то даст и оставит какой-то след в душе. Так как мы сегодня говорим о словах, важно же не только, как мы их пишем и сочиняем, что мы думаем у себя там в голове, но и произношение. Особенно, если ты работаешь в кадре, особенно, если ты диктор новостей, потому что там совершенно другой темп и ритм, так как я тоже когда-то вела новости, знаю об этом прекрасно. Расскажи, с чего ты начинал? Может быть, вот поделишься какими-то секретами с ребятами, соответственно, со зрителями тоже? Ну, для начала необходимо, конечно же, больше читать на том языке, на котором ты собираешься вести новости, ну, либо какую-либо передачу. Конечно, нужно вслух читать, Юль. Мы с тобой это все прекрасно знаем, мы с тобой вели новости вдвоем. И я помню наши разминки речевые перед нашими эфирами. Конечно же, нужно чаще читать, каждый день, минут 20-30 посвящать этому действу. Не лениться. Да, не лениться, конечно же, и утрированно артикулировать, то есть двигать челюстью, языком, губами, а затем уже другие действия какие-то прилагать, в том числе по дыханию, интонации, то есть включаться в тот мир,
о котором ведет повествование автор. Ну, это могут быть и новостные какие-то тексты, могут быть и книги, рекламные объявления. В любом случае нужно уметь взять и присвоить тот текст, который ты читаешь. Не просто вслух читать, а постараться погрузиться вначале самому в этот текст. И вот затем, нас, да, вот Юрий Юлианович Шевчук приезжал к нам. Это вот мои ученики, кстати. Да? Да. Кто-то из них уже наверняка работает в кадре. Я некоторых своих учеников беру к себе и тренируюсь. Тренируя их, я довожу их до результата, чтобы они затем могли не только выступать публично, но и помогали мне в озвучании в различных рекламных текстах. Это очень вдохновляет меня. То есть у этого есть еще и продолжение, они понимают, для чего они это делают. Да, конечно. Это не просто для себя, для жизни, для саморазвития, как это мы часто в последнее время говорим. Не знаю, как ты, но вот в 2010 году, когда я пришла сюда, на родное башкирское спутниковое телевидение, я наблюдала, как коллеги читают новости и училась, перенимала. У них была такая фишка, у некоторых. Перед тем, как настраиваются камеры, что-то там, не знаю, вместо пробки помада, зубками зажимаешь и проговариваешь текст. Чтобы вот таким образом что происходит? Прикус, лучше звуки. Ты как техника речи, расскажи, пожалуйста. Я смотрела, кстати, повторяла. 30 минут с орехом, час с пробкой. В день я делала 1,5 года. Да, начинающие ораторы применяют пробку, применяют карандаш, фломастер, маркер, орехи, орехи за щеки. Как Демосфен в античные времена выходил к морю, закладывал туда камни за щеки. Много орехов, наверное, не надо. Ребятам сможем что-то показать, чтобы ребята тоже включились и поупражнялись? С удовольствием. Ну, для начала, для того, чтобы голос зазвучал, нужно иметь прямую осанку. Сесть с ровной спиной, расправить плечи, подвесить как бы на позвоночник, расслабить тело и свой разум, потому что от этого будет зависеть чистота и ясность твоего голоса. Следующее упражнение на дыхание. Чтобы громче говорить, нужно сделать упражнение «Сдутый мяч», «Проткнутый мяч». Наполняем живот свой через нос, вдыхаем, округляется у нас живот. И представляем, что нас проткнули иголочкой. И как начинаем сдуваться, да, как мячик, на звук «с» до конца. Давайте вместе попробуем. Да, до последней капельки. И еще, вот, по-моему, у Данияра плечики ходили, а нужно только животик. Да, вот нужно это обращать внимание. Если плечи поднимаются, значит, это неправильное дыхание. Нужно постараться делать вдох так, чтобы округлялся живот. Округляется живот, значит, ты все правильно делаешь. И здесь важно запомнить механику, как напрягается твой живот, когда ты выдуваешь этот звук «с». И переместить, вот перенять вот это напряжение на речь свою. Как ты в речи напрягаешь свой живот или нет? Вот если вы наверняка встречали людей, которые говорят очень тихо, они, значит, не напрягают, не работают диафрагмой. Они говорят... Как все оказывается технично и физиологично. Ребят, есть какие-то материалы, которые вам запомнились? Вот до перехода на рекламу я хочу узнать у вас, какой твой материал, это была новость или еще что-то, может быть, Данияр тебе помогал. Расскажи, пожалуйста, вот над своей работой. Над своей работой я скажу, что я делаю упражнения на произношение текста. Я беру определенный текст, стою перед зеркалом, смотря на себя, ни в коем случае не на текст, и проговариваю его, пробегаюсь по тексту несколько раз, чтобы на деле все было безупречно и без запинок. Какой самый лучший материал из Кантера тебе запомнился? Ну, наверное... Самый интересный? Самый интересный? Ну, о том, как он готовился к этому шоу, он составлял... То есть он составлял какой-то текст, подбирал примерные вопросы, и потом составлял на них ответы. После проговаривал их, это было действительно интересно и круто. После я даже подключился и старался повторить так же, как он. Смотрите, я же вам дала такое задание до эфира, вы смотрели новости Айнура. Да. Что вам понравилось, на что вы обратили внимание? Четкость речи. У Айнура очень поставленная четкость речи. Сразу можно увидеть, что он говорит без запинок.
И это очень круто, то есть не у каждого ведущего это есть. И также хочу отметить то, что есть ведущие, у которых ты на эфире просто можешь заснуть из-за его голоса. Ну, всё. А у Айнура уже все мне нравится. Ну, я бы сказал почти то же самое. Мне сразу показалось, что это человек, работающий с опытом, то есть он в этой сфере уже давно. И мне понравилось то, что он вот этому своему мастерству обучает и других людей, то есть и детей, и взрослых. В целом делится своим, можно сказать, как искусством, опытом. Это очень круто. А если бы у вас была возможность, а такая возможность у вас есть, чтобы вы у него спросили, как у профессионала, у которого можно чему-то научиться, какой-то навык перенять? Как научиться не волноваться перед эфирами? Да, наверное, как все-таки подтянуть четкость дикции, упражнения всякие разные. Отвечая на первый вопрос, достаточно легко справиться с волнением. Волнение вот следует понять. Волнение, оно всегда будет. Я уже почти 17 лет работаю на радио и на телевидении. У меня каждый раз перед эфиром небольшое волнение есть. Оно такое фоновое. И это хорошо. Волнение – это ваш друг. Если избыточное волнение, то следует продышаться. Спокойный вдох, долгий, продолжительный. Замираем. И выдох. Спокойный, продолжительный. И опять замираем. Это позволит вам снизить уровень тревоги и паники. Но волнение, оно всегда будет присутствовать. От него никуда не деться. Так ведь, Юль? Безусловно, Да. это приятное чувство, когда оно не переизбыток. Оно позволяет Да. активизировать свой разум и тело. Ты для таким того, чтобы образом донести. настраиваешься на эфир в том числе. Это значит, что тебе не все равно. Да. Поэтому это инструмент. А отвечая на второй вопрос насчет дикции, следует, опять-таки, я вот склоняюсь к тому, чтобы каждый человек читал минимум вслух 20 минут в день. Любых текстов. Это художественные, информационные, рекламные. И постараться передать их своей интонацией. Второе – это скороговорки, чистоговорки и сложные буквенные сочетания. Когда мы видим какое-нибудь слово сложное, читаем его зарегистрированное, некоторые просто пропускают его, зарегистрированное. Зарегистрированное, например, да, ну и масса других слов. Окончание и краткое – это Проговаривать тоже всё. важный звук. Конечно. Все Звуки нужно окончания. любить. То есть каждый звук мы произносим четко, особенно согласные. Ну, работать с согласными и с гласными – это совершенно разные техники, наверное. Ну, все склоняется к тому, что нужно артикулировать хорошо челюстью. Для того, чтобы гласные звуки выходили ясно и доходили до аудитории, мы их доносили. Нужно работать диафрагмой, нужно широко открывать свой рот, достаточно хорошо артикулировать губами, языком, для того, чтобы и согласные тоже хорошо, четко чеканились. Потому что согласные формируют как раз четкость речи. Ребят, ну поделитесь, вот завершая этот блок, поделитесь своими впечатлениями. Было до, мы настраивались на эфир, вот сейчас эфир прямой, вас смотрят зрители, наверняка потом близкие дадут какую-то обратную связь. А что здесь сейчас чувствуете вы? Ну, какое-то расслабление. И то, что было до эфира, я был очень напряжен, то есть не знал, чего ждать, так как это первый эфир. И я очень рад, то, что Айнур поделился важными советами, которые в дальнейшем помогут сбыться моей мечте. Да, я бы хотел сказать о том, что у меня была мечта увидеть то, что происходит за кадром до эфира. То есть я сидел за телевизором и даже себе представить не мог, насколько это все сложно устроено. И сейчас я это увидел, понял, что это нелегко, но как-то даже... Как будто бы мало, наверное. Да, я представляю себе это сложнее, но именно когда я вошел в этот вкус, вошел в курс, да, тоже сначала сильно волновался, но в самом эфире как-то раскрылся, и мне стало легче. А знаете, чему я рада? Что вы оба не уснули. Что вам все-таки было интересно, и вы включались. А прямо сейчас мы прервемся буквально ненадолго. Вы смотрите «Счастливый час». Оставайтесь с нами. Секрет, что слова помогают нам выстраивать социальные связи, вести важные переговоры и добиваться целей. Наш следующий гость успешно с этим справляется и готов поделиться своим опытом и секретами. Топ-менеджер, депутат Госсобрания Курултая Республики Башкортостан 7-го созыва Тимур Гельмеров. Привет. Привет, Юль. На самом деле, сейчас сидел, слушал вот предыдущую первую часть, да, понял, что я говорю с ошибками, да, я, может, неправильно дышу, я неправильно сижу, да, у меня иногда говорю тихо, да, но я говорю от сердца.
Я считаю, что все слова, они должны быть от сердца. И всегда надо верить в то, о чем ты говоришь. Тогда человек, безусловно, убедителен как в кадре, так и в жизни. Да, да, да. А еще ведь словом можно соврать, но энергетикой, глазами человек, который обладает эмоциональным интеллектом, точно поймет. Я тебя люблю. Можно сказать это искренне, а можно сказать так, как будто бы это и не так. Вот как здесь быть? Вот здесь поэтому я и не очень люблю людей, которые учат правильно говорить, потому что они могут научить правильно обмануть. Да, конечно. Пошла драматургия. В любом случае, техника речи – это навык, который ты используешь для того, чтобы доносить свои идеи, мысли и чувства. И, конечно же, здесь не отметаются эмоции. Когда ты говоришь четко, когда ты говоришь правильные вещи и когда от сердца, то 100% попадания будет в аудиторию. Поэтому люди, которые обучают, тренеры, которые обучают технике речи, ораторскому мастерству, они обучают также и тому, чтобы доносить эмоционально это все. Если ты не чувствуешь правды за своими словами, то эти твои фразы просто не дойдут до аудитории, они не поверят тебе. Да? В этом я абсолютно вот с вами это сила согласен. слова. Насколько я знаю, пока мы не пришли к тому вот самому навыку ведения переговоров, который, я считаю, один из основополагающих в бизнесе, я бы хотела тебя попросить, зная, что ты сочиняешь прекрасные стихи. Каждое — это какое-то произведение искусства. И честно, можешь ли вот здесь сейчас что-то с чем-то своим поделиться? Ожидал, что будет такой я вопрос. знала. Потому что при каждой встрече мы... Да, у меня много иногда публикую на своей страничке стихотворения, да. Я, наверное, прочитаю стихотворение, которое написал в школе, в классе в 11-м. И оно как раз называется «Про слово». Ого. Красивое звучит прекрасно, а глупое порой смешно. И часто льстивое принять опасно за правду, что звучит умно. Оно орудие в стихах поэта. Я сладостный в устах лжеца. Придумано людьми, потом воспета, как мудрость высшего отца. Так слабых она делает рабами, другим дарует жизнь богов. Мы понимаем смысл сами под звук стихающих шагов. Круто. Я прям всегда в восторге, у меня остаются потом мурашки. Ну, то есть, как можно воздействовать словом, чтобы это попадало и человека меняло изнутри? Вы знаете, вот у меня спрашивают, да, как я пишу стихотворение. Да я их не пишу, они ко мне приходят. И я поэтому всегда говорю, что то, что ты говоришь, то, что к тебе приходит, это должно идти от души, это должно идти от сердца. И поэтому, где бы это ни было, политика, бизнес, просто общение, отношения, всегда надо чувствовать и отвечать за то, что ты сказал. У нас, к сожалению, многие люди не отвечают за свои слова. Я считаю, вот это самая большая ошибка, потому что если ты что-то произнес, что-то озвучил, что-то пообещал, ты должен объяснить, выполнить, либо объяснить, почему ты это не сделал. Но всегда ответить. Это вот тоже основной секрет принцип. Ведения успешных переговоров. Есть какие-то секреты? Может быть, 5 базовых? Секреты успешных переговоров? Да, ты успешен в бизнесе. Это же наверняка тоже выстраивание деловых коммуникаций. Помимо того, что говорить нужно от сердца, быть убедителем и верить в то, что ты говоришь, что еще? Ну, наверное, самый такой простой базовый принцип, который я для себя понял. Слова, они формируются по-разному, да? И надо говорить просто. У меня всегда было такое любимое выражение: усложнять просто, упрощать сложно. И чтобы донести ту или иную информацию до человека, надо просто по-разному ее переформулировать. Но если вы хотите, чтобы он вас услышал, он вас услышит. Мы иногда вот политики делаем большую ошибку, мы стараемся говорить правильно, заумно, грамотными словами. Но особенность, отличия, вот ты тоже депутат, я депутат. Когда мы общаемся с людьми, мы не общаемся с людьми, которые хотят от нас услышать что-то правильное или заумное. Они хотят услышать от нас простое, четкое, понятное. И не все люди понимают те или иные формулировки, и поэтому мы по-разному, пытаясь переформулировать, но мысль свою доносим.
Ну, Это основной тут помогает эмоциональный базовый интеллект, да, элемент. в том числе, Айнур? Конечно, безусловно. А как уметь настраиваться на то, что вот где угодно, о чем угодно, у тебя могут здесь сейчас спросить, ты чувствуешь ответственность как общественный деятель, как человек, лицо канала. Вот как вы справляетесь с этим волнением, как вы формулируете мысль и выражаете ее в слова? Не волнуясь, настраиваясь, верно, в моменте. Есть какие-то тоже, вот, может быть, правила, секреты? Ну, следует помнить о цели своего выступления. Для чего ты это говоришь, кому ты говоришь и какие средства выразительности используешь. Вот главное помнить о цели, для чего. И отвечая на этот вопрос, ты сможешь легко донести свою мысль. Но есть ли какая-то структура, например, короткого выступления, короткого интервью на камеру? Может быть, ты этому учишь вот как педагог по технике речи? Нет? Яркий заголовок, далее раскрытие сути вопроса и призыв к действию. Это стандарт. То есть, в принципе, даже давая интервью, пользуясь вот этими базовыми тезисами, можно сформулировать грамотно мысль. Всегда в конце должен быть какой-то призыв. То есть Либо для чего, вопрос. кому ты это говоришь, да, либо вопрос. Вам все понятно условно в конце? Либо какой-нибудь риторический вопрос, либо призыв, там, записывайтесь, там, звоните и так далее. Так, любая рекламная кампания использует в своих объявлениях эту структуру. А сложно работать с чужими текстами? Ну, ты как редактор наверняка правишь кого-то. Я привык к этому, это моя работа. У меня всегда была 5 по русскому и литературе, поэтому с этим я проблем не испытываю. Переписываю на свой лад, могу оставить так, как есть, если все шикарно. Если честно, я вот поделюсь, до сих пор не могу забыть. Отпустить отпустила, забыть не могу. Память хорошая слишком. Когда, опять-таки, в 2010-м писала один из текстов, меня редактор поправила так, что вся структура поменялась, и картинка порушилась. И я до сих пор не могу это вот забыть. Как, сохраняя при этом авторство, ты правишь тексты? Обращаешь ли мне внимание или нет? Я стараюсь сохранить структуру так, как написал корреспондент, и расставить запятые, поправить его. И всегда корреспондент рядом со мной сидит или стоит, да, наблюдает за моими правками. И я стараюсь объяснить и донести правила русского языка, потому что я за них топлю. За чистоту русского языка борюсь, в том числе и объясняю, как нужно правильно было написать. Порой люди, которые приносят мне текст, это не только корреспонденты, но и заказчики там, рекламных текстов, рекламных аудиороликов. Я их направляю. Я говорю, вот так нельзя писать, так нельзя применять это слово. Здесь неправильно применено правило причастного, депричастного оборота, так, чтобы это звучало правильно. Я это все доношу до них, стараюсь, чтобы они это исправили сами. Но если не получается, то, конечно же, я это сам делаю. Ну, так как, Тимур, ты работаешь, как правило, с теми словами, которые сам где-то написал, подготовился, произносишь. Вот расскажи, или приходится кого-то тоже поправлять? А в каком плане поправлять? Ну, я не знаю, приносят ли тебе какие-то на согласование тексты на работе, подчиненные? Вы знаете, бывает такое, да. То есть здесь исправляешь базовые такие ошибки русского языка, но очень редко. Ну, как правило, это не часть вот прям непосредственно твоей работы, но часть твоей работы – это быть публичным и где-то что-то вот комментировать, работать на камеру в том числе. Вот, Юль, ты знаешь, все тексты я пишу сам, да, вот у меня есть посты, я пишу сам, иногда бывают ошибки, я прошу за них прощения. И когда вот ты задала вопрос, а как вы отвечаете на неподготовленные, неожиданные вопросы, да, это такой большой пласт работы, да, многие думают, что лишь бы что-то сказать, но иногда важно, может, промолчать. А в первую очередь надо сначала подумать, взять паузу, а потом ответить. Думать перед тем, как что-то сказать, я считаю, это основное. Перед тем, как задать вопрос. Когда мы задаем вопросы, мы уже предполагаем, какие могут быть ответы. Мы это чувствуем, либо мы хотим услышать что-то. Поэтому от правильно заданного вопроса, вот мы как депутаты с тобой, когда на заседаниях выступают министры, отчитываются, да, мы же тоже задаем вопросы. И мы задаем вопросы, которые мы потом сможем объяснить людям, которые люди у нас спрашивают. Ну, ты часто задаешь вопросы. Вот это Меня искренность. это восхищает, если честно. Я пока еще как бы учусь этому навыку. Ну, мне люди много задают вопросы. Я Поэтому стараюсь их тебе есть что, транслировать. да.
Когда есть что сказать, это очень хорошо. Это значит, личность, она наполненная. Но прежде чем мы перейдем к другому блоку, а мечтал ли ты когда-то работать в кадре, может быть? Мечтал, на самом деле. В детстве я занимался вокалом, я выступал, я пел. Раньше был конкурс такой «Бэби-шлягер», я там пел, да. Но так получилось, что в кадре работаю не я, а моя младшая сестренка Лилия Гельмерова. По-моему, она где-то здесь, в этом здании. В стенах телецентра, да? Да, в стенах телецентра. Но я вот на нее каждый раз смотрю и думаю, так как это моя младшая сестренка, я ей горжусь, и у меня есть такое чувство, что я разделяю ее победу, работы в кадре, и это частичка тоже моего успеха. О том, как работать со словом не только в кадре, но и за кадром, мы еще поговорим. И, безусловно, вернемся к тем волшебным секретам и инструментам работы над техникой речи. А пока я напоминаю, что вы смотрите «Счастливый час». Оставайтесь с нами. Словом можно как убить, так и спасти, разбить сердце или влюбить. Они влияют на наши поступки, настроение, следовательно, здоровье и даже будущее. Как не навредить себе и окружающим с помощью слов и при этом уметь говорить грамотно, мы поговорим со Светланой Пискаревой, руководителем школы ораторского мастерства, старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарных дисциплин и цифровых технологий БАКСУ и директором фонда по сохранению и развитию башкирского языка Гульнас Юсуповой. Здравствуйте. Теперь наш эфир разбавили красивые, яркие, талантливые девушки. Вот такая шальная гармония, и я бы хотела у вас сходу спросить, насколько вам важен вот слог, насколько вы придаете этому внимание в жизни, обращаете ли внимание вот пристально на то, что говорите, как формулируете мысль, или вот как есть, так есть? Да, я, знаете, в силу своей профессии очень обращаю на то, как человек говорит, и, наверное, даже больше бы отметила на то, как человек звучит. Что такое слово? Слово – это звук, это вибрация, а мы, люди, мы в принципе вибрируем изначально. И звук – это как раз-таки тот посыл, тот звук, та вибрация, которую мы отправляем. Что такое вибрация, если глобально посмотреть? Это информация. Так что, говоря каждое слово, мы уже несем очень много информации. И вот Тимур говорил, что важно говорить именно от сердца. Как раз-таки мы звучим и говорим от сердца к сердцу. Только это искреннее говорение воспринимается. Гульнас. Да, я, конечно, всегда тоже думаю заранее, но особенно я, наверное, когда говорю на родном языке. То есть, потому что родной язык – это, получается, связь не только слово, но это еще связь с предками, да, с родом своим и так далее. И поэтому, безусловно, наверное, надо задумываться, прежде чем что-то говорить. А бывает ли такое, что вы какие-то аффирмации произносите? Есть ли у вас какие-то вот такие рабочие базовые аффирмации? Или нет? Ну, помните фильм «Я красивая», «Я успешная», «Я талантливая»? Вот самая обаятельная и привлекательная. У меня такими аффирмациями, так как я больше работаю со звуком, я как раз-таки больше звучу. И для меня аффирмация – это прозвучать, например, свое состояние, то, чему я и учу. То есть я соединяю не только технику речи, но и именно психологические моменты, потому что на самом деле с помощью звука можно очень быстро прийти в баланс. Вот мы здесь говорили про волнение. Прозвучать волнение, прозвучать страх и так далее. Также прозвучать свою какую-то более радостную интонацию, да, и тем самым ощутить другое состояние. Айнура, помнишь свой самый первый прямой эфир? Мне рассказывали, что даже сознание теряли. Не знаю, как у тебя. Это был 2007 год, март, когда я пришел на радио «Спутник ФМ» работать. Мне дали текст с новостями. Я начал читать и запинаться. Я понял, что я не смогу дочитать этот текст до конца, потому что волнение просто зашкаливало, кровь в ушах пульсировала. Я не смог завершить этот эфир. Я думал, что меня не возьмут на работу. Но в итоге все обошлось. Боссы не слышали. Нормально все. Продолжаем работать. Мы же говорим, добавляя, вот как Светлана верно сказала, наверное, интонацию, эмоциональный подтекст
то, что и доходит до сердца. Есть слова добрые, а есть отрицательная энергетика у слов. Вот как этим управлять? Может быть, исключить вообще отрицательный вот заряд или нет? Или так тоже нельзя? Слушайте, такой интересный вопрос на самом деле. Конечно, мы же ведь живем в многогранном мире. Безусловно, ответственность каждого из нас, какие слова мы используем в речи, произносим, позволяем себе говорить, или же то, от чего мы отказываемся. Но я думаю, благодаря тому, что есть разные ситуации, иногда в нашей ментальности яркое словцо заменяет 55 очень умных, очень добрых слов. Но я думаю, многие согласятся. Да, извиняюсь, хотел бы узнать, а что такое отрицательная энергетика у слов? Я вот сижу и думаю, это яркое словцо или что-то другое? Ну, нет, это не яркое словцо. Это вот когда ты словом, самое забавное или не забавное, наоборот, убить словом может только близкий человек. Вот в сердце он попадет точно. И скажет вот такие гадкие, не вот эти словцы, да, с которыми еще можно смириться, а вот именно что-то такое вот емкое. И сейчас век цифровой вот этой вот информации, да, перегруза от новостей, наверное, вы тоже, как и я, замечаете, что есть вот те самые тексты, в которых очень много негатива. Я читаю, и у меня включаются эмоции, понимаете? То есть меня либо триггерит, либо не триггерит. А я вот сейчас об этом уже подумал. А что значит много негатива в тех текстах? Допустим, вот сейчас текст он написан в интернете. Комментарий, текст, нейтральные слова, выражена мысль. Но мы читаем, и у нас возникают те или иные эмоции. Так может, мы эти эмоции туда закладываем? Вот понимаете, многие вопрос, люди, когда общаются вот, в сообщениях, переписываются, да, многие люди начинают ссориться. Именно не поговорив, а прочитав слова. Потому что каждый в эти слова вкладывает свои эмоции, да? свое выражение, свою интонацию. Ну, наверное, же есть этика социальных сетей, когда переписываешь то же самое, когда, наверное, вот больше вот это надо изучать уже. Ну, люди, наверное, не все. Это в идеальном мире все изучили социальную этику и ведут переписки с точки зрения грамотности слога, негативных подтекстов. Но, как правило, а как, Гульнас, вот вы справляетесь с негативом в социальном пространстве, если таковой есть? Ну, наверное, в первую очередь я как бы верю в себя, да, всегда, когда читаешь, то есть что-то надо воспринимать, что-то нет. Там, то есть, что, и, наверное, надо... Как вот объяснить? Читая подтекст, ты же понимаешь, где написано со злостью, с негативом, там правда, неправда. То есть и у меня есть свой мозг, да, который воспринимает это. Да я вот вам тоже подскажу. Я не считаю, что это негативный текст. Я их разделяю на конструктивную критику, которую можно воспринять, или необъективное выражение, которое просто блокируется. Я просто блокирую. Да, что ты просто не воспринимаешь. Не конструктивное, не объективное. Хотите обижайтесь, хотите нет. Я не хочу тратить свою энергетику, я блокирую. Конструктивная критика я всегда оставляю, всегда отвечаю, всегда разбираю. Если она еще доброжелательна. То есть, неважно, может она быть недоброжелательной, но если она конструктивная, если она имеет место быть, если люди хотят знать ответ на какой-либо вопрос, и он мне неприятен, но он объективен, я на него отвечу. Это искренне, это прям честно. Это для этого нужно, наверное, иметь какой-то стержень и быть уверенным в собственных словах, в собственном мнении. Как это, вот, можно ли этому натренировать, не знаю, Айнур? Как ведущий, вот у тебя какие такие основные качества, которые помогают тебе доносить информацию людям, большому количеству людей? Главное говорить это все уверенно. Можно любую чушь говорить с экрана телевизора, но главное доводить это все уверенно говорить, и вот тогда поверят. Это шутка, но доля истины в ней есть. Мы знаем примеры инфо-цыган, которые уверенно, ярко рассказывают о своих кейсах успешных, об успешном успехе, но говорят это настолько уверенно, настолько энергично, настолько четко, что заряжают этим всю аудиторию, и им все верят. Но никто не говорит о том, что происходит после. А как так происходит, Светлана? Может быть, у вас есть догадки? Смотрите, это же определенная энергетика. Есть люди, которые действительно очень могут энергетически быть заряженными, настолько говорить мотивационно, что
толпа за ними идет. Вот то, что говорили про инфо-цыган. Это и психологическая составляющая человека. Вот кто-то очень спокойно говорит, но при этом очень содержательно, может быть. Не факт, что за ним такая толпа пойдет. А кто-то может это делать очень ярко, что сейчас говорят, харизматично, вести за собой. В общем-то, эту картину мы сейчас наблюдаем с вами достаточно массово. Ну, здесь я чуть-чуть позволю не согласиться, потому что все-таки инфо-цыгане – это те люди, которые обещают нам что-то в обмен на какие-то действия. И обычно это действия, они гораздо легче. Вот мы с тобой до эфира о чем разговаривали? Люди не хотят работать, ленятся. Да. Когда человек ленится, он ищет легкие пути. Инфо-цыгане предлагают легкий путь. Вот марафон, ты заработаешь, человек верит. И это еще один из основных моментов. А возвращаясь к предыдущему вопросу вообще, как вести себя, как готовить себя к речи, да? Я вот все диалоги прокручиваю внутри себя. Это бывает так интересно. Какие-то вопросы, которые задаешь, какой-то диалог, который тебе предстоит на день сегодня. Ты ходишь сейчас с утра, чистишь зубы, пьешь чашку кофе, разговариваешь, потом проходишь мимо зеркала и на автомате так сам себе говоришь: да, Тимур Римович? Потом смотришь, говоришь: да, Тимур Римович. И пошел дальше. Но сейчас слова приобрели, на мой взгляд, еще большее значение, потому что мы словами можем управлять другими людьми. И имея возможность делать это не только в телевизионном эфире, но и на своих личных социальных страничках, мы как можем поссориться с кем-то или кого-то, да, рассорить, так и наоборот, подружиться с кем-то. Вот как вы эти коммуникации выстраиваете в социальном пространстве? Ну, в социальном пространстве, я аж извиняюсь, да, пока люди долго думают, я Я не теряю времени. Да, на самом деле, вот вы когда читаете сообщение или с кем-то хотите помириться, либо завести диалог, вы же не думаете, как правильно написать. Вы чувствуете уже даже через сообщение, как вам кажется, энергетику, посыл этого человека. И вы отвечаете ему так, либо, если вы хотите с ним завести диалог, то, что он в большей степени хочет услышать, разделяете его мнение, либо, если хотите начать дискуссию, вы четко, видя, что он придерживается другой позиции, отставите свою позицию. Здесь надо ощущать. И здесь не все зависит в словах. Вот я очень соглашусь, что слова – это энергетика. Слова – это действительно от сердца. Я не знаю, как у вас, но когда мне некоторые сообщения от определенных людей приходят, я даже слышу, какую интонацию они их написали, произнесли. Да. Бывает ли у вас такое? Не знаю. Вот я про это говорю. Пользуются люди. А смайлики – это вообще отдельная тема. Это тоже своего рода не слово, а сообщение, запечатленное в картинках. У меня товарищ один раз мне так позвонил, он общался там с другом, и тот ему ответил очень... То ли вот смайлик поставил, то ли как-то принял, вот что-то такое. Он это принял, прочитал... Принял. Все. Отстань от меня. Мне неинтересно. Он целых полдня вел диалог с ним через меня. Говорит, какой он... Я говорю, да напиши, в конце концов. Наконец, во второй половине дня он написал, что ты имел в виду. Он говорит, вот только освободился, классная идея. Мне перезвонил, говорит, слушай, вообще все, от сердца отлегло. Но полдня он ходил уже обиженный, записал во враги. Круто. Это всего одно слово. Да. Одно единственное. Это вот какая сила? Здесь же мы про интонацию. Смайлик, он, по сути дела, отображает некую эмоцию и посыл очень там много, да. То есть и этот смайл, смотрите, каждую картинку мы читаем по-разному. Один вложил в этот смайл одно, а другой прочитал в этом смайле совершенно другое. Вот есть такая поговорка: сама придумала, сама обиделась. Ну, есть такая. Есть такая поговорка, да. А она, кстати, вот распространена не только на женскую логику. То есть мы же вкладываем какое-то свое содержание в этот смайл. Мы не только в слова вкладываем свое содержание. Не зря же вот есть эта игра «Глухой телефон». Один сказал одно, другой услышал другое, третий, пока до пятого дошло, совершенно другое слово. Искаженная уже информация. Да, абсолютно искаженная. А и смайл очень точно может исказить, потому что
разное восприятие. А если говорить уже не только о, вот мы общаемся на русском, но есть еще и наш родной башкирский язык, язык той вот республики, в которой мы с вами все дружно проживаем. А как много, Гульназ, в вашем окружении людей, которые говорят на чистом языке? Там же наверняка есть много нюансов, а возможно даже диалектов. Нет, естественно, в башкирском языке очень много диалектов. Каждый район говорит на своем диалекте, да, так скажем, там южный, ну, зонально, так, на 6 зон тут можно разделить. Уже 4 официальных диалектов, ну, плюс там еще и поддиалекты, да. У меня в окружении очень многие говорят на своем родном языке. Меня это радует. Допустим, в моем возрасте, наверное, ну, поменьше говорят. А меня вот сейчас на сегодняшний день радует молодежь, городская молодежь, которые между собой разговаривают на башкирском языке и детей своих учат. То есть, несмотря на ту среду, ну, в основном же мы все равно в городе говорим на русском, да, садики, школы на русском языке, но в этой семье разговаривают на русском, на своем родном языке. То есть это меня очень радует. А в вашем окружении, Тимур, говоришь ли ты на башкирском языке? Я больше как собачка Павлова, наверное. Я все понимаю. Все понимаю, да, но сказать вот, к сожалению, не получается. Как у тебя? Я сам башкир, у меня родители башкиры, но с нами общались на русском языке. Я вырос в Югре, поэтому там не было башкирских школ. К сожалению, я не разговариваю хорошо на башкирском языке, на бытовом, да, понимаю, все прекрасно, в театр хожу, но порой выразить мысль на башкирском языке мне сложно, хотя я все понимаю. Ну вот Флюр Мурзина меня учил каким-то базовым фразам. Хайрлей РТ, Янылктар Тамам, студия Юлия Краснова. Юля, Да. а что вот для тебя сила слова? Хороший вопрос. В этой студии еще никто не задавал вопросов мне, и только сейчас я поняла, насколько это волнительно, потому что ты за свои слова несешь какую-то ответственность. Я соглашусь с каждым из вас отчасти, потому что, ну, наверное, вот нас это объединяет, когда ты дал слово, нужно его держать. И вот если говорить про тот сериал, который недавно шумел, да, в интернет-пространстве, по-моему, на телевидении еще не показывали, можно много спорить. Но я человек, который вырос в 90-е, и я понимаю, может быть, это воспитание, а не только та эпоха, которую я застала. Может быть, это то, что привела бабушка. За слова нужно нести ответ. Каждое твое слово, оно должно быть и отсюда, в том числе из сердца. И я очень стараюсь бережно относиться к негативным все-таки словам, стараться их как можно меньше дозировать в своей жизни, потому что у них есть, вот как мы говорим про энергетику, отрицательный заряд. И вот сейчас мы говорим, не употребляя, да, вот в такой дружеской атмосфере, и у меня хорошо на душе, я надеюсь, что у вас тоже. Мне спокойно, и так как Айнур не даст соврать, камера передает энергетику. Иначе бы ведущие были все одинаковыми. Это уже искусственный интеллект. Я уверена, что и люди, зрители от нас тоже заражаются позитивом. Вот для меня слово – это рабочий инструмент. За него нужно нести ответ. Его важно исполнять, когда это обещание. Словом лучше любить. Кстати, очень удивительно, что телезрители не звонят, да? Да, могли бы, да. Потому что, скорее всего, у них есть много вопросов. И второй момент, как я уже говорил, в следующий раз вы даете слово, Юля, что мы здесь встретимся за чашкой чая. Кстати, до эфира мы всегда беседуем, с кем-то не успеваем, вот, например, со Светланой. Но, как правило, настраиваем звук, свет и говорим о том, какая у нас красивая студия. Это еще один комплимент, я его делаю сама. Надеюсь, вам тоже студия нравится. Здесь у нас такой гостеприимный большой стол. И дай бог, вот в следующий раз мы встретимся. Он будет с чашками чая и, может быть, с какими-то, не знаю, вкусностями. В принципе, да. Но хотя, если бы она вот это даже сейчас не сказала, был бы красивый пример, как можно легко уйти от ответа. Все перевести на студию. Ну, да, конечно. Можем мы, да, сочинять иногда, как говорил Айнур. Айнур, по-моему, а был ли у тебя опыт работы вот в такой свободной манере ведения эфира? Или только новости? Дебаты 2018 года, когда парламентские партии на ВГТРК, мы с тобой вместе работаем. Там приходилось, да, задавать вопросы гостям и вести как-то так же, как и ты сейчас ведешь программу. Но там уже были такие политические боссы,
приходили. Насколько сложно? Вот что тебе помогало эту отвести от А до Б? Сложно порой ориентироваться, потому что я не так силен в политике, хотя, безусловно, я в ней разбираюсь. Сложно порой сделать так дебаты, чтобы они были интересными. Не просто это был монолог представителя какой-то политической партии, но что это был диалог. Так как ведущий, он представляет интересы не только телеканала, но и зрителей. Чтобы зрители тоже смотрели, и им было увлекательно И всё смотреть эту понятно. передачу. Вот говорят же правильное выражение, да, если вы не занимаетесь политикой, политика займется вами. Так что вы учите правильно говорить, хотите научиться политике, приходите ко мне. Я вам помогу. Я вам помогу также в технике речи, если нужно. Такие выстраивается благодаря нашему диалогу, а это все через слова, выстраиваются вот такие интересные, как это можно назвать, конфигурации, Коммуникация. коммуникации, да, может быть, совместные проекты. Да, мне на самом деле я первый раз на этой передаче, да, очень приятное неформальное общение, хотя вначале напрягался, потому что вот так сидеть смирно по струнке, я не знаю, как мне поставить ноги, так, прилечь. Ну, вот вроде как уселся, да. Юль, хотел у вас спросить, почему программа называется «Счастливый час»? Ну, тут даже я спокойно редко сижу, если честно. Возвращаемся вот к башкирскому языку. Гульназ, у вас есть замечательный центр, да, который работает над сохранением родного языка. Расскажите чуть шире, чем вы занимаетесь, насколько это сложная, может быть, работа. Может быть, какие-то упражнения мы сделаем, может быть, научимся каким-то базовым фразам в чистом виде. Да, у нас существует фонд по сохранению и развитию башкирского языка с 2019 года. Наша основная задача, цель – это популяризация башкирского, нашего родного языка. То есть мы занимаемся цифровизацией языка, делаем разные мобильные приложения, там, переводчики с русского на башкирский, с башкирского на русский. И какие-то видеопроекты. Вот мы с вами снимали фильм, да? Передача была «Учу башкирский язык». Да, «Учу башкирский язык». Потом также у нас проходят курсы башкирского языка. Приходите. Есть башкирский язык для начинающих, ну, уровень начинающий, и деловой башкирский язык тоже. Хочет уже более-менее говорить на официальном башкирском языке. Мы можем сегодня с вами повторить, наверное, давайте поздороваемся, да, как будет. Давайте, Добрый давайте. день, это будет у нас хайрле кын. Да, и в башкирском языке все буквы выговариваются, все звуки. Вот хайрле кын. Хайерле. Да, хайрле кын. Очень хорошо получается. Такое идеальное звучание. Работа с дикцией сразу. Да. Очень крутые гортанные звуки, на мой взгляд. И это совершенно другая мелодика, это не русский язык. У каждого, наверное, вот языка есть свое звучание. И, как правило, вот смотря ролики в интернете, говорят, что русский он такой, ну, немного жесткий. Вот, Светлана, как вы оцените мелодику? Русского языка? Да. Ну да, в русском языке есть разные моменты. Вот смотрите, если посмотреть даже, русский язык, он чуть прямее, да, вот по звучанию более прямее. Если мы берем башкирский язык, там есть действительно мягкость и больше глубинного звука по звучанию. А если мы возьмем, например, татарский язык, в татарском языке есть, наоборот, более высокая мелодика, такая та-та-та-та-та-та-та. Вот если вы сейчас вспомните речь, то примерно четко вот прям вспомните какие-то даже моменты, когда вы ее слышали. Это однозначно накладывает отпечаток на человека. А если говорить про энергетику слов, как это влияет на наше самочувствие, может быть? Ну, на настроение понятно, мы уже обсудили. А вот на здоровье влияет или не влияет? Однозначно, потому что раз мы вибрируем, то, соответственно, ну, как сейчас модно говорить, можно жить на низких вибрациях, можно там повышаться в вибрациях. Я бы, наверное, сказала так, что звук, который мы слышим или мы произносим, имеет огромное значение. Если он резкий, сейчас, например, покажу такой «да». Что мы чувствуем в этот чуть-чуть момент? напрягаюсь. Напряглась. Да. Вот телом мы очень сильно что? Ощущаем, воспринимаем. И у нас есть однозначно какая-то реакция на этот звук. Мы можем даже не понимать, что сейчас со мной, но реакция есть. Эту реакцию мы либо потом выведем
дальше, либо мы ее контейнируем, собираем. Вот очень четко, например, это можно посмотреть на отношениях мамы и ребенка. Когда ребенок слышит голос матери в утробе, и голос матери всегда успокаивает. Или, например, другой момент. Если звук более мелодичный, мягкий, то он будет расслаблять. И если человек начинает говорить более мелодично, например, даже что-то напевать более мелодичное, колыбельное, так, однозначно это будет его расслаблять. А, например, если он будет звучать более, скажем, интонацией радости, восторга, вау! Какое ощущение, когда у нас вот эта интонация идет? Мы реагируем, и у нас уже поднимается немного настроение. Понятно, что в разделе, вот сейчас в моменте эфира, сложно это передать, но когда мы делаем это на уровне практик, упражнений, очень четко меняется даже состояние. Вот завершая наш сегодняшний эфир, Айнур, давай начнем с тебя. Что для тебя сила слова? Что бы ты мог пожелать нашим зрителям? Вот с точки зрения тебя как специалиста. Побольше читать текстов, заниматься своей техникой речи необходимо и больше практиковать в публичных выступлениях, потому что сейчас в такой век, что необходимо как-то проявляться, если тебя нет в социальных сетях, если ты не проявляешься, не говоришь о своих услугах, о своих победах, успехах, достижениях, то никто об этом и не расскажет, и не узнает. Поэтому любую ситуацию можно использовать в свою пользу, приходить на эфиры, выступать, собирать какие-то марафоны, проводить тренинги, не суетиться и не прятаться под стол, когда просят тебя сказать тост, не стесняться этого и использовать любую ситуацию в свою пользу, любую коммуникативную ситуацию в свою пользу. Я думаю, что вы тоже согласитесь с тем, что слова имеют большое значение, и пусть в вашей жизни их будет как можно больше добрых, светлых, комплиментарных. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам на эфир. Много слов на земле. Есть дневные слова, в них весеннего неба сквозит синева. Есть ночные слова, о которых мы днем вспоминаем с улыбкой и сладким стыдом. Завершая эфир строчками из стихотворения Вадима Шефнера, хочу пожелать нам всем как можно добрых слов в наш адрес, как можно больше комплиментов, от которых становится и на душе светлее, и крылья расправляются. С вами был «Счастливый час». Отличного дня!